Всем привет, мои дорогие друзья! Мы продолжаем вам рассказывать интересные истории из Кыргызстана и читать вам книги из серии «Кыргызстан Воздыхадрас». Сегодня я расскажу вам о таком интересном, историческом, величественном регионе, как Талас. Но если вы готовы, то давайте начнем. Поехали! У нас оставалось еще 5 дней каникул, которые мы с родителями решили провести в Таласе. Это была последняя область из списка наших поездок. Я никогда ранее не была в Таласе и была этому очень рада. Мама, я по карте посмотрела, Талас далеко от Бишкека. Мы полетим на самолете? Было бы неплохо, но самолеты туда пока не летают. Мы поедем на нашей машине. А сколько часов туда нужно ехать? Я думаю, примерно часов 7. Так долго? Да. Куда мы там поедем? Посмотрим Кировское водохранилище, а еще посетим комплекс Манас-Ордо. А что это Манас-Ордо? Это очень интересное место. А что там есть? Ну, в первую очередь мавзолей Кумбез Манаса. Там есть музей, есть скульптурные ансамбли, а в музее картины. Я хочу посмотреть все это. Очень хорошо. Если вы собрали свои вещи, то мы выезжаем прямо сейчас. В дорогу мы взяли немного еды, так как ехать предстояло больше 7 часов, а мы с братиком уже через 3 часа можем проголодаться. Когда мы утром выехали, было еще почти темно. Я выглянула в окно и узнала дорогу, по которой мы ездим к бабушке и дедушке. И подумала, что мы едем к ним. «Мам, пап, мы едем к Апуле?» «Нет, Эркинай, мы едем в Талас. Для этого мы проедем к Карабалту, где живут ваша бабушка и дедушка, и поедем дальше. Проедем даже через Казахстан. Потом, уже будучи в Таласской области, сможем посетить Кировское водохранилище». «Значит, нам долго еще ехать?» «Да, дорога долгая, вы можете поспать». Но мы с братом спать не хотели. Мы любовались дорогой и природой. Иногда, когда дорога очень утомляла, мы останавливались и выходили подышать воздухом и размять ноги. Ехали мы очень долго, и вот показалось Кировское водохранилище. Мы вышли из машины и осмотрелись. Вдруг я почувствовала на лице капли воды. Откуда-то летели брызги. «Мама, папа, идемте на тот мост, там огромный фонтан!» – закричала я. «Элькинай, подожди, давайте вместе. Тут детям бегать одним небезопасно. И это не мост, а плотина. И это не фонтан». «А что же это?» «Видишь эту плотину? Она для того, чтобы удерживать воду в водохранилище. В ней есть задвижки, которые помогают регулировать сброс воды». «Теперь понятно. А мы можем подняться на плотину?» «Да, это разрешается. Просто будьте очень внимательны». Мы смотрели на воду сверху вниз. Она была такая могучая, даже было немного страшно. Я очень удивилась, когда узнала, что водохранилище создает не природа, а сами люди. Люди строят водохранилище. Кировское строилось целых 10 лет, с 1965 по 1975 годы. Люди накапливают воду, чтобы летом поливать поля. Кировское водохранилище наполняется водой из реки Талас. Мы с братом Бекджаном так набегались возле водохранилища, что как только сели в машину, сразу заснули. И проснулись, когда были уже в Таласе. На следующие дни мы запланировали поездку в комплекс Манас-Ордо. Мы начали с посещения музея. Музей оказался небольшой, внутри были различные красивые предметы. Мы с братом задавали родителям много вопросов. «А здесь тоже есть скульптура Будды?» «Нет, здесь, скорее всего, нет. Но есть картины и скульптуры, связанные с темой эпоса Манас. Это же музей эпоса Манас. А я знаю строчки из эпоса Манас.
Манас, манас болып тұр, манас атқа қонып тұр. А дальше? Все, а я больше не знаю. 2 строчки это тоже неплохо. 2 из 500 тысяч строк. Мам, как это 500 тысяч строк? Да, детки, Манас состоит из 500 тысяч строк. Это более полумиллиона. Вы только представьте, чтобы рассказать Манас полностью, понадобятся недели. Эпос рассказывает не только о подвигах богатыря Манаса и о том, как жил кыргызский народ 1000 лет назад, а также о народах, живших по соседству, о их быте и традициях. Поэтому кыргызский эпос Манас и его части Семетей, Сейтек внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором также значатся самые большие, древние, интересные, знаменитые устные произведения народов мира. Ничего себе! Да, это и вправду удивительно. А ведь самое поразительное заключается в том, что это устное творчество, то есть монасчи ничего не записывали, понимаете? А как же они запоминали эти строки? Они запоминали основные сюжеты, а строки сочиняли сами. Мама, как же это круто! Да, это очень круто, но твои 2 строчки тоже неплохие. Музей мне очень понравился. Потом мы пошли по аллее. Вдоль нее стояли скульптуры. Бекжан закричал: «Мама, смотри! Какие красивые картины!» Сыночек, это не картины, это скульптуры. А какая разница? Живопись создается с помощью красок на холсте. Это иллюзия. А скульптура существует в реальном пространстве и создается с помощью различных материалов. Да, точно, я понял. Посмотри тогда на эти скульптуры, их так много. Да, это соратники Манаса, его Кыркчоро. Каменные воины стояли в разных позах, с мечами и без. Кто-то был грустен, кто-то был весел, а кто-то задумчив. Мы с братом повторяли их позы и выражения лиц. Самой высокой была скульптура Манаса. Манас стоял на очень высоком постаменте, на высоте полета птиц. Обойти Манас-Орду за один день мы не успели, поэтому вернулись сюда на другой день. Ведь мы очень хотели погулять по парку Манас-Ата, постичь Күмбөз Манас, посмотреть петроглифы, древние курганы, древние изваяния, балбалы. По комплексу Манас-Ордо мы гуляли весь день. Наконец-то мы с Бекжаном увидели настоящие петроглифы. Помните, как мама с папой привезли копии рисунков на камнях из Саймалуташа? Так вот, здесь, в Таласе, петроглифы тоже есть. Не так много, конечно, но 4 таких камня мы с братом нашли. Мы обошли и внимательно осмотрели древние курганы. Они выглядят как невысокие холмы. А балбалы – это такие каменные статуи, высеченные древними скульпторами из цельного камня. Я с удовольствием думала о том, как буду рассказывать своим друзьям обо всем, что узнала путешествие по родному Кыргызстану. А узнала я немало. Вот в Таласе, например, я многое узнала про эпос Манас. Это длинная история трудностей и подвигов народа, которые монасчи рассказывают в форме поэмы, особой рифмой. А еще я узнала, что Таласская область самая маленькая по количеству живущих там людей. Но зато там родился и провел свое детство наш любимый писатель Чингиз Айтматов. Также Талас считается родиной Манаса. Даже звучит похоже. Талас, Манас.
Где мой конкурс? Конкурс. Задача очень простая. Вы должны сделать фото на фоне одной из достопримечательностей Таласа, кроме тех 3, о которых я вам уже рассказал. Сделали фото и прикрепили к нему краткое, емкое, креативное, интересное описание. Выложили все это в любую из социальных сетей с хэштегом КыргызстанЛСД Кыдырабыз Талас. Самые лучшие работы получат 10 книг из серии КыргызстанЛСД Кыдырабыз с моим личным автографом. Спешите, друзья, и срочно реализуйте ваши суперские идеи. Поехали!